телеканал РБК Уфа, программа «Ракурс». Так, в период пандемии эксперты зафиксировали падение внебюджетных доходов вузов практически во всех регионах страны. Не исключением стали университеты Башкортостана. Сокращение внебюджетных доходов компенсируется вливаниями из госбюджета, говорится в исследовании экспертов Высшей школы экономики. Какие выходы из сложившейся ситуации находит высшая школа? Надеется ли исключительно на компенсацию с бюджета или разрабатывает новые механизмы развития в условиях сложившихся реалий? Об этом мы поговорим сегодня с участниками программы. Итак, в нашей студии ректор Башкирского госуниверситета Николай Морозкин. Приветствую вас. Ректор Уфимского государственного авиационного технического университета Сергей Новиков. Здравствуйте. Добрый день. И по удаленной связи с нами сегодня, собственно, один из участников исследования Высшей школы экономики, аналитик Института образования Алексей Милованов. Здравствуйте. Добрый день. Алексей, собственно, первый вопрос хотелось бы вам адресовать и поговорить, на языке цифр уже, насколько фиксируется снижение внебюджетных доходов вузов. Отдельно расскажите, пожалуйста, про Москву и Санкт-Петербург, мы до программы говорили, и отдельно про университеты в региональных центрах. Смотрите, в нашем исследовании для анализа доходов вузов мы использовали статистические данные Миноборнауки за 18-20 годы по форме ВБО-2, данные опросов мониторинга экономики и образования, мониторинга эффективности вузов Миноборнауки и планы финхоздеятельности вузов. За период с 18 по 20 годы показатели финансового обеспечения в целом увеличились, то есть сумма государственного и внегосударственного финансирования возросла. При этом уровень внебюджетных доходов в разрезе округов либо практически не менялся, либо снижался в зависимости от конкретного округа. Но, правда, с учетом уровня инфляции, внебюджетные доходы за этот период уже, конечно, снизились с 181 до 173 миллиардов рублей, или на 5% к 2020 году. Если конкретно по округам говорить, то, например, в Южном было падение на 2,7 миллиарда рублей, в Дальневосточном на 1,7 миллиарда рублей, в Сибирском на 1,4 миллиарда рублей, в Москве на 1,3 и в Приволжском на 0,9 миллиардов рублей. При этом уровень бюджетных доходов рос темпами, превосходящими снижение внебюджетных во всех округах, кроме Северо-Кавказского и Южного. В Москве бюджетные доходы выросли с 52,1 до 54,9 и в Приволжском с 49,5 до 56,3 миллиардов рублей. При этом совокупные доходы бюджетные выросли на 30,5 миллиардов рублей. То есть в целом можно констатировать, конечно же, снижение внебюджетных доходов, которые были компенсированы ростом бюджетных. Если коротко собственно, в основном какие статьи выпадающих вне бюджетных доходов? Я так понимаю, это, собственно, прием студентов на контрактной основе. Еще какие направления, да? Смотрите, на самом деле для ответа на этот вопрос, конечно, нужно было бы провести какое-то дополнительное исследование, потому что доходы вузов имеют достаточно разнообразную структуру. И мы можем видеть, что в среднем по России доходы, конечно, упали по всем направлениям. Понятно, что в среднем основная часть доходов небюджетного финансирования приходится на платное обучение. Это порядка 20% от средств, поступающих в вузы. И этот показатель сильно варьируется в зависимости от вузов. То есть у ведущих вузов, например, он составляет порядка 16% от общих доходов вузов. Есть рыночно успешные вузы, у них данный показатель может достигать 50% от совокупных доходов вузов. А есть технические вузы, которые ориентированы на научные исследования. И от платной образовательной деятельности у них доходы будут всего 10%, но они их компенсируют доходами от научных исследований. То есть, мне кажется, тут нужно, конечно, детально сесть и разбираться уже, как повлияла на каждый вуз данная ситуация. Да, спасибо большое. Собственно, хотелось бы конкретно о вузах, руководители, которые пришли сегодня в нашу программу, Сергей Владимирович, Николай Данилович. Фиксируете ли вы снижение внебюджетных доходов университетов? Алексей Милованов рассказал о том, что жирок какой-то накапливался, с 18 по 20 год, потом началась пандемия. Сейчас что происходит? Да. Ситуация в республике у нас немножко иная. Я хочу сказать, что в 2020 году действительно тоже произошло в нашем вузе снижение небюджетных доходов на 3%. А небюджетные доходы состоят у нас в основном это платное обучение, это 75%. Далее наука,
это до 15%. До 5% это дополнительное образование, ну и остальные 4% или сколько там остается, значит, это иные источники, ну, пожертвования добровольные, дальше оплата за общежитие и прочее. Вот, то есть в 2020 году действительно у нас было снижение небюджетных доходов. Что касается 2021 года, то вот в связи с тем, что руководство нашей республики стало особое внимание уделять высшему образованию, и действительно у нас здесь созрели перемены, которые надо делать в системе высшего образования республики. Но здесь я прежде всего хотел бы сказать, что это идея Ради Фаридовича Хабирова, главы республики, то наши вузы стали получать вот на науку дополнительные доходы, в том числе из бюджета республики. Ну, например, в прошлом году 4 наших вуза получили мегагранты по 75 миллионов. Дальше получили молодые ученые у нас соответствующие мегагранты. Получили молодые ученые, ну, в конкурсе, конечно, гранты на того, чтобы на повышение квалификации, в том числе за рубежом. Вот. И все это ведь легло как бы в небюджетные доходы вуза. Поэтому в 2021 году вот у нас небюджетные доходы на самом деле увеличились по сравнению с 2020 годом на 13,5%. Это достаточно много, увеличились, я подчеркиваю. Но здесь мы не включаем программу «Приоритет», которую выиграли, а включаем только то, что мы смогли по науке выиграть, например, с помощью, ну, конечно, Евразийского научно-образовательного центра. Они нам помогли и выиграть вот 2 молодежные лаборатории, так же, как и авиационный университет, тоже 2 выиграл. Вот. Дальше мы выиграли мегагрант на 320 миллионов. Ну, тоже, конечно, не без помощи НОЦа. Вот. И другие гранты. То есть у нас наука сразу резко подросла по сравнению с тем, что было в 2019 году. Но я хочу сказать, и платное обучение. Видимо, уже население адаптировалось вот, в условиях пандемии. Количество платных студентов в прошлом году мы набрали, ну, почти 900 человек больше. За счет этого, естественно, и увеличились на 7% то, что мы получаем за счет платных образовательных услуг. И вообще считается вуз финансово устойчивым, ну, по крайней мере, по меркам Министерства науки и высшего образования, если вуз сам зарабатывает более 50% от общего дохода, ну, от общих средств, которые выделяются вузу. У нас в университете мы зарабатываем от 56 вот в разные годы до 60%. В 2021 году у нас 59%. То есть я бы сказал так, что мы не жалуемся на то, что снизились небюджетные доходы. Но если в 2020 году вот хоть и небюджетные доходы снизились, то нам Министерство науки и высшего образования компенсировало на пандемию значительно больше, чем они у нас упали. Потому что вы же сами понимаете, много средств затрачивается на то, чтобы обеспечить студентам соответствующие условия. Вы говорите о компенсации в виде тех самых грантов, да? Нет. Я говорю о отдельной компенсации, которая в 2020 году пришло для борьбы с коронавирусом. Так в 2021 году такой компенсации не было. Поэтому мы вот в 2021 году затратили, как бы, если взять наши доходы, то мы по сравнению с 2020 годом, в 2021 году у нас профицит 50 миллионов. Они в основном были затрачены именно для того, чтобы работать в условиях дистанта, работать с иностранными студентами в условиях дистанта, то есть это соответствующие аудитории подготовить, компьютеры купить, камеры и прочее, прочее. Ну и, естественно, всякие средства, которые связаны с борьбой вот, с пандемией, там, дезинфицирующие, маски там, и прочее, прочее. Вот, поэтому, тем не менее, вот видите, общие доходы повысились, но из-за того, что незапланированные расходы были в размере больше 50 миллионов на вот, борьбу с пандемией, в целом, в общем-то, по сравнению с прошлым годом, мы вот на Новый год вышли с разницей в 50 миллионов. Но мы говорим о классическом вузе, да, и вот как раз Алексей сказал, что все, что касается технических вузов, у них немножко
не знаю, наверное, иная ситуация, да, Сергей Владимирович, вот расскажите, пожалуйста. Ну, я могу сказать, что несмотря на то, что действительно Башкирский госуниверситет, он классический университет, мы технический вуз, да, но, в общем-то, те тенденции, которые складываются у нас в финансово-экономическом развитии за последние 2 года, они, в общем-то, достаточно схожи. У нас и по структуре доходов, вот у нас где-то общий бюджет университета 2,6 миллиарда, и примерно 50 на 50 это доходы бюджетные и, можно так сказать, внебюджетные. Вот за 2 последних года мы прирастали по бюджету и по внебюджету по 10 примерно процентов в равных долях. То есть у нас как выросло бюджетное финансирование, одновременно выросло и внебюджетное финансирование. Как я говорю, что ну, там в один год 9,7, в другой 10%. По НИОКРу мы только за последний год добавили 30%. А что касается, действительно, у нас есть определенные небольшие потери, связанные с привлечением платных студентов, порядка 31 миллион. Мы чуть меньше набрали в прошлом году, но это было у нас компенсировано за счет того, что у нас были выделены дополнительные бюджетные места, плюс 62 места, и мы за счет этого заместили 37 миллионов. Таким образом, сальдо у нас получается где-то процент. И абсолютно я подписываюсь под все то, что сказал Николай Данилович, то, что действительно, кроме того, серьезным подспорьем у нас является вот и мегагрант. Мы там получили, Николай Данилович сказал, действительно 75 миллионов, это на 3 года, то есть каждый год по 25 миллионов. И это вот зарубежные командировки для наших стажировки и ребят, и студентов, и аспирантов, и различные и отдельные направления. Мы, кроме того, добились дополнительного финансирования на капитальный ремонт. Мы получили дополнительное финансирование на программу развития университета с точки зрения цифровизации от Минобрнауки. И даже в конце года и мы, и, по-моему, БГУ тоже получили дополнительные средства на выплату заработной платы и приведение в соответствие 200% зарплаты нашего профессорского преподавательского состава. Поэтому вот все совокупность нам, конечно, дает прирост. Потому что, ну и, конечно, вот я еще хочу сказать, что мы как инженерный, технический вуз предпринимательского типа, мы достаточно хорошо проявили себя на рынке, и те наши неокровские разработки, они действительно востребованы, и они нам тоже дают, в общем-то, в плюс. Поэтому сказать, что пандемия на нас каким-то образом негативным сказалась, я бы так однозначно не сказал. Еще тоже и Николай Данилович не сказал, что они там отдельно, у них большое направление по, как говорится, петрофизике, там тоже уже, в общем-то, большое. И здесь, почему знаю, потому что мы вместе работаем, много сейчас совместных проектов, поэтому мы видим, что, в общем-то, пандемия, мы переживали, что она действительно скажется каким-то негативным образом. Конечно, мы несем дополнительные расходы, связанные с содержанием общежитий, потому что меньше ребят пустуют, мы компенсировали. И мы оба вуза, насколько я тоже знаю, БГУ, и мы вот за 2 года пандемии, мы ведь не подняли плату за обучение. Что-то было индексировано в соответствии с рекомендациями Минобрнауки на уровень инфляции, но в целом все осталось на прежнем уровне. А там мы для первого курса вообще даже не индексировали. Но поэтому да. Сергей Владимирович, ну вот вы упомянули о НИОКРе плюс 30%, да, вот более подробно хотелось бы поговорить на эту тему, да, вот насколько научные разработки, я думаю, что это тоже один из показателей эффективности вузов, зарабатывать на научных разработках и прочее, прочее. Вот об этом, пожалуйста, поподробнее расскажите, что изменилось. Ну, вот, как я и сказал, только за последний год объем выполненных НИОКР договоров, я даже не затрагиваю тему различных грантов, где у нас тоже мы фиксируем привлечение дополнительных средств. Но вот, что касается НИОКРа, то действительно у нас сильное очень направление – это электродвижение, электроавтомобили, электротранспорт. У нас традиционно сильное направление у университета литье, различные виды покрытий. И здесь, в общем-то, разработки наших ученых, они активно востребованы нашими индустриальными партнерами, начиная от Объединенной двигателестроительной корпорации, ее представителя УМПО в городе Уфе. Мы вышли на новый уровень взаимоотношений с «Газпромом». Мы вышли на новый уровень отношений с Уральским заводом гражданской авиации. Мы вышли на новые, или выходим на новые отношения с достаточно большой группой санкт-петербургских предприятий, от завода имени Климова до силовых машин. Мы открываем с ними совместные конструкторские бюро. То есть задача у нас не просто получить какой-то там разовый контракт, выполнить. И мы выстраиваем здесь
с нашими индустриальными партнерами сегодня, в общем-то, системную работу, когда те научные разработки, они не просто научные разработки, здесь вовлечены студенты, молодые ученые, более маститые ученые. То есть фактически вот эти неокровские заказы, они пронизывают как учебный процесс, так и наши научные исследования. То есть мы развиваемся именно по такому широкому направлению деятельности и системному направлению деятельности нашего университета. Николай Данилович, ну вот в БГУ тоже пул естественно-научных факультетов, которые ведут в том числе наверняка и коммерческую какую-то деятельность. Вот об этом расскажите. Конечно, вот я присоединяюсь к тому, что сказал Сергей Владимирович. Я могу сказать, что вот БГУ в последнее время вот только выиграл 2 мегагранта по 218 восстановлению. Одно на 390 миллионов. Это на создание биоразлагаемых полимеров. Эта технология уже разработана сейчас и внедрена на предприятии «Альтернатива» в Октябрьском. Вы, наверное, знаете, что это предприятие входит в десятку лучших предприятий России. А если взять пластмассовые изделия, которые производят для населения, пищевые, то они в числе первых 3. Вот они сейчас производят вот такие изделия пластиковые, так, биоразлагаемые. Это для нас очень выгодно не только, что мы получили там вот эти большие деньги, а еще потому, что сюда были привлечены и студенты, и сейчас привлечены, потому что предприятие расширяется, им нужны специалисты, которые знают эту технологию, и эти специалисты готовятся у нас. У нас они сразу сейчас вот и к нам приезжают специалисты с предприятий, читают лекции вот для этой группы студентов, и всех они потом возьмут на работу. То есть это очень выгодно. В прошлом году, в 2020 году, мы вот уже Сергей Владимирович упомянул, по петрофизике выиграли тоже такой же грант по 218 постановлению правительства Российской Федерации уже на 320 миллионов. Это с ТНГ Групп, татарская нефтегазовая компания. Вот. И сейчас грант выигран на то, чтобы разработать цифровые технологии диагностики нефтяных скважин. Именно цифровые. Вот. Мы здесь оказались действительно передовые в мире с нами, потому что по этому направлению работает, как известная французская нефтегазовая компания «Тоталь», так известная компания нефтяная, это «Шлюмберже», потом «Ауди Рамки Интернешнл», это Саудовская Аравия. То есть мы признаны в мире. Поэтому, собственно, выиграли этот грант, вот, и сейчас успешно реализуем. Ну, я уже не говорю о тех, достаточно, они крупные вроде считаются, хоздоговорных работах, где тоже задействованы также студенты. Очень продвинуто у нас сейчас направление генетики. Там у нас сейчас есть и мегагрант, есть и молодежные лаборатории, которые выиграли. Это все дополнительные деньги, которые пришли за счет науки. Я вот посчитал, по сравнению с 2020 годом мы практически больше, чем на 50% увеличили НИР в 2021 году. Николай Данилович, вот вы сказали, да, вот я хотел уточнить, вуз считается эффективным, да, при возможности зарабатывания самостоятельно, да, свыше 50% и более. Вот нет ли такой дилеммы у ректоров, у руководителей, да, когда, вроде бы ты стремишься к эффективности работы своего вуза, да, увеличиваешь вот возможность самостоятельного заработка, да, но понимаешь, что в ответ Министерство науки и высшего образования выделит тебе меньше бюджетных средств, да? Нет, Министерство науки и высшего образования выделяет бюджетные средства по количеству бюджетных студентов. Вот если у Сергея Владимировича, там сколько вы сказали, 60 студентов в прошлом году больше приняли, то мы приняли 200 больше студентов по сравнению с 2019 годом. Ой, извините, по сравнению с 2020 годом. А если взять по сравнению с 2019 годом, мы вот фактически за 3 года увеличили больше, чем на 40% количество бюджетных мест. И вот как только добавляются дополнительные бюджетные места, есть нормативное финансирование, Министерство науки и высшего образования сразу финансирует по этой норме. По количеству бюджетных студентов, я подчеркиваю. Не снижается финансирование. Увеличивается количество бюджетных студентов, значит, увеличивается финансирование. Поэтому в прошлом году у нас увеличилось финансирование как за счет небюджетных средств, так и за счет бюджетных средств. Поэтому здесь нет ни у ректоров, ни у работников страха перед тем, что вот я сейчас много заработаю, а мне срежет бюджет. Ничего подобного.
Бюджет не срезается. Бюджет идет по контрольным цифрам. Наоборот, даже дополню, Николай Данилович, у нас даже наоборот есть KPI перед университетами, что действительно снижать долю бюджетных средств. То есть Николай Данилович абсолютно верно сказал, что это некий такой паритет, вот 50 на 50, но министерство всегда приветствует, если действительно доля внебюджетных средств из года в год будет снижаться. И я думаю, что и, наверное, в стратегии БГУ, но вот у нас точно есть, стоит задача действительно, чтобы из года в год мы больше денег зарабатывали на свободном рынке. То есть и вот эту мы задачу тоже перед собой ставим. Ну, я думаю, что не секрет, наверняка это ровно такая же задача стоит, как, в общем-то, организация высшего образования БГУ и перед своим коллективом. Сергей Владимирович, ну вот вы сказали, да, что изменилась ситуация, да, и общежитие в какие-то периоды года пустуют, да, и занятия необходимо проводить в новом формате. Вот удалось ли в этом режиме сохранить штатное расписание? Да, мы здесь, я даже больше скажу, на самом деле вот страхов до начала пандемии действительно было больше, что что-то не получится, что-то не сделано. Но на самом деле, мне кажется, даже вот такой сегодняшний наш гибридный формат образовательного процесса, мне кажется, он даже очень перспективный и интересный. Но если опять-таки его разумно использовать. Мы здесь опять ставим себе задачу по-новому взглянуть, например, на наш имущественный комплекс. То есть, если когда-то мы работали полностью в режиме онлайн, действительно были проблемы с нехваткой аудитории и так далее. Сегодня мы, например, большепотоковые лекции, фактически они читаются у нас в онлайн-режиме, а какие-то лабораторные практики, это, конечно, железно там в офлайн-режиме. Поэтому здесь и с точки зрения нашего расписания, и с точки зрения штатного расписания мы не почувствовали каких-то вот таких дискомфортных вещей. Мне кажется, даже и сотрудникам, и преподавателям где-то, наверное, и государство, и университеты пошли навстречу, потому что раньше даже представить нельзя себе было, что можно работать дистанционно, например. Да? Сегодня преподаватель имеет возможность работать и из дома, он имеет работать возможности из аудитории. Ну, то есть, одним словом, стало гораздо больше возможности донесения той или иной информации до студентов или, в общем-то, использования ее в управленческой деятельности университета. А насколько вообще профессорско-преподавательский состав вот адаптировался к такому режиму работы? Все-таки разные преподаватели есть, и у каждого есть свой стиль преподавания. Кто-то, ну, привык быть, что называется, да, глаза в глаза студенту, да, передавать вот эти знания важные. Ну, вот, во-первых, я присоединяюсь к тому, что сказал Сергей Владимирович, о том, что действительно штаты у нас остались, никто у нас не ушел, и преподаватели адаптировались к новой системе. Плюс еще в том, что ведь в новой системе разработано сейчас очень много онлайн-курсов, о которых мы раньше даже и не думали. Теперь эти онлайн-курсы можно будет и дальше использовать при обычной системе обучения. Вот. Еще один источник внебюджетных доходов. Ну, наверное. Вот. Поэтому, ну, честно скажем, что если работать в аудитории, для преподавателя это легче. Потому что он видит реакцию аудитории. Он понимает, как, где слабые места, где надо остановиться более подробно. Здесь работать, конечно, в этом режиме преподавателю сложнее. Поэтому мы, например, увеличили почасовую оплату сейчас на 40%. Увеличили зарплату преподавателям, потому что мы понимаем, что работать, скажем, там, прочитать 4 часа лекций в аудитории – это одно. Там молодая энергия еще от студентов идет, так, плюс к тому же. А вот в онлайн-режиме, когда ты не чувствуешь вот такой обратной связи, как в аудиторию, сложнее. И отсюда и разрабатывать онлайн-курсы. Надо же как-то приспособиться и понять, где студенты, ну, где плохо сделано, так скажем, где надо доделать, где, наоборот, может быть, очень хорошо сделано. Поэтому я считаю, что вот эти условия пандемии нам позволили даже улучшить образовательный процесс. Вот. И пандемия, надеемся, что уйдет, а вот то, что наработано сейчас, это останется. И это позволит нашим студентам лучше осваивать дисциплины и лучше получить знания не только так, очно в аудитории, но и еще вот, через разработанные онлайн-курсы. Они, конечно, всем студентам будут доступны.
через электронную библиотеку любого вуза. Поэтому с этой точки зрения у студента появляется просто больше возможностей. Он прослушал лекцию, а потом может зайти в библиотеку, найти онлайн-курсы и еще раз посмотреть те места, которые он не понял или не разобрался. Время нашего эфира подходит к концу. У меня вот несколько вопросов. Да? Алексей Милованов, Высшая школа экономики, у нас на связи. Алексей, ну вот, собственно, о планах. Да? Насколько активно вузы разрабатывают стратегии на будущее, да? Стратегии развития для повышения собственной рентабельности, ну, в условиях пандемии, либо после завершения пандемии? Ну, вузы, в принципе, достаточно активно разрабатывают свои стратегии и программы развития, потому что в последние годы это стало вообще очень большим таким трендом даже в государственном управлении высшего образования. Если мы посмотрим, например, на последний конкурс «Приоритет 2030», одним из условий, главных условий, была разработка именно программы развития университета, которая позволяла бы интегрироваться университету в региональную экономику и позволяет... Такие программы позволяют вузам, конечно же, планировать свои финансовые потоки, свои образовательные механизмы. Ну, то есть это очень трендовая история. Да, спасибо большое. Ну и в заключение, да, Сергей Владимирович, Николай Данилович, о стратегиях ваших вузов. Наверняка они связаны с развитием научно-образовательного центра, той же стратегии 2030. Ну, я прошу прощения, можно, да? Я хочу сказать, что мы вместе с авиационным университетом участвовали в конкурсе. Вот в программе «Приоритет 2030» выиграли не только базовую часть, но и специальную часть. Программа у нас общая, то есть те стратегические проекты, которых 5, там есть чисто наши, скажем, БГУшные и чисто авиационного университета. Но будем делать их все равно вместе. Будем делать, поэтому у нас сейчас одна программа развития. Я так думаю, что мы в скором времени объединимся, и будет новый университет, масштабный. Университет, который будет значиться не только на карте, скажем, российской науки, но и мировой науки, наверняка. Потому что у этого университета появляются совсем другие возможности. А при поддержке еще республики, которая сейчас идет, я думаю, что здесь можно будет далеко вперед продвинуться. Но объединение – это длительный процесс все-таки. Длительный процесс. Сейчас наша программа общая с авиационным университетом. Да, ну я здесь добавлю немножечко, Николай Данилович, скажу, что несмотря на то, что действительно у нас и программа 2030 есть, у нас мы еще, в общем-то, и БГУ, и УГАТУ, мы члены Евразийского НОЦ, и здесь тоже мы, каждый представляет свое направление. И у нас, как у ректоров, в общем-то, есть и предвыборные программы, и стратегии развития университета, которые мы презентовали нашим коллективам. На сегодняшний день они у нас полностью синхронизированы. То есть то, что мы ставим, какие задачи достичь в программе «Приоритет 2030» в рамках Евразийского НОЦа, они эти, действительно, это разные задачи, они разнонаправленные, и они дополняют где-то, может быть, да, но не дублируют друг друга. Поэтому и вот правильно, абсолютно я согласен с экспертом из Высшей школы экономики, что действительно сегодня тренд такой, что управление вузами также настроено на KPI-показатели. Есть KPI-показатели и у нас, как у ректоров, и как раз вот то, что мы говорили про небюджетные, и про рентабельность. Все это есть, поэтому и мы четко каждый год, вот буквально у нас позавчера был ученый совет, или даже вчера ученый совет, где каждый из моих проректоров, и мы выступали и докладывали, что сделано за год, как достигнуты наши планы, что удалось, что не удалось, и какие мы ставим задачи на очередной год в рамках наших среднесрочных стратегий. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Спасибо вам за эту профессиональную дискуссию. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. А я напомню, что в нашей студии сегодня ректор Башкирского госуниверситета Николай Морозкин, ректор Уфимского государственного авиационного университета Сергей Новиков, и по удаленной связи с нами сегодня был аналитик Института образования Высшей школы экономики Алексей Милованов. Мы говорили о рентабельности вузов, ну вот в частности вузов Республики Башкортостан. Оставайтесь на РБК.